Если раньше любой иностранный гражданин, заезжающий на территорию Российской Федерации, имел право находиться на территории Российской Федерации 90 дней с момента постановки, с момента въезда, и потом на следующий день он мог выехать за пределы Российской Федерации, то есть пересечение границы играло большую роль. В дальнейшем он обратно въезжал и становился на миграционный учет и как бы продолжал опять свою сферу деятельности. На сегодняшний день эта норма прикрывает такие ходы, и получается, что любой иностранный гражданин, въезжающий на территорию Российской Федерации, имеет право в течение 180 суток с момента въезда на территорию Российской Федерации находиться там всего лишь 90 дней. Суммарно. Это не говорит о том, что он должен пробыть 90 дней, а потом выезжать. Он может даже 9 раз по 10 дней там находиться. В общем, набирается 90 дней. Вот этот период времени и будет считаться по этой норме как 90 в 180. До 2015 года, когда наши граждане выезжали в трудовую миграцию, они для того, чтобы получить разрешительные документы, то есть разрешение на работу или патент, они должны были в течение 30 дней после того, как им выдадут этот разрешительный документ, предоставить медицинские документы, то есть пройти медицинское обследование и сдать этот документ ФМС, территориальный орган ФМС Российской Федерации, там, где они зарегистрированы. На сегодняшний день эта норма гласит так, что иностранный гражданин, приезжающий с целью работы в Российскую Федерацию, наряду со всеми другими документами, о которых я далее буду говорить, должен предоставить вместе с заявлением, как приложение, вот эту справку о прохождении медицинского обследования. То есть без этой справки сотрудники территориального органа ФМС не принимают у иностранных граждан заявление на получение разрешительных документов. Здесь я хочу сослаться на пункт 5 статьи 27. Ну, в принципе, здесь так написано, что иностранный гражданин, если не представил полис медицинского страхования, да, действительно на территории Российской Федерации, то ему не разрешается въезд на территорию России. Но что интересно, вот у представителя Российской Федерации есть, я хочу отметить свою, как говорится, точку зрения, потому что по практике мы видим, что все наши граждане, которые въезжают на территорию Российской Федерации, их никого именно по этой норме закона не возвращают с территории границы. Они въезжают на территорию Российской Федерации. Но вот именно как бы опираясь на эту норму, видимо, да, как бы закона, внесли такую отдельную норму, которая гласит, что также наряду с медицинскими справками, с медицинской справкой иностранный гражданин, то есть последующим трудящийся мигрант, должен в обязательном порядке предоставить полис добровольного медицинского страхования. Опять-таки без этого документа он не имеет права обращаться с заявлением. Одно из самых главных нововведений, это которое начало вот как бы реализовываться и вступило в силу с 1 января 2015 года, и многие считают, что это самая такая сложная норма для наших граждан, трудящихся мигрантов, это введение новой формы патента. В принципе, можно сказать, что это что-то легкое, да? Да, получать патент, можно сказать, это очень хорошо. Почему? Потому что сейчас ушла, как говорится, из практики квота. Мы знаем, что разрешение на работу, чтобы получить на территории Российской Федерации, каждое разрешение на работу, оно имеет квоту. То есть государство выделяет определенное количество квоты, и если иностранный гражданин въехал, и на тот период времени квота есть, ему разрешение на работу выдается, и он имел право работать у юридических лиц. Да? А когда по патенту наши граждане работали, если говорить о гражданах Таджикистана, они могли работать только у физических лиц, то есть у тех граждан, которые не занимаются, то есть вот эта работа, как сказать, она не преследует цель того, что гражданин Российской Федерации имеет цель заработать на иностранном гражданине. Нет, он, используя труд иностранного гражданина, может для себя, как говорится, он работать. То есть наши граждане могли работать охранниками, садоводами, нянечками, да? Но теперь для того, чтобы вот эту квоту убрать, правительство Российской Федерации решило, что с 2015 года иностранные граждане, которые будут въезжать на территорию Российской Федерации в безвизовом порядке, они будут работать именно по патенту. Там, значит, работа предусмотрена как при физических, как у юридических, также и у предпринимателей.
Единственная сложность, возможно, да, она заключается в том, что срок для подачи заявления сокращен. Если до 2015 года гражданину давалось 90 дней с момента въезда, он имел право зарегистрироваться, найти работодателя, да, потом собрать все необходимые документы и подать заявление в ФМС, территориальный орган, то на сегодняшний день это уже ушло, и правило таково. С момента въезда иностранный гражданин имеет право в течение 30 календарных дней. Разницы нету, туда входят праздничные дни, есть они, нету. Значит, если мы считаем субботу-воскресенье, это 8 дней из 30 минусуются, да, получается как бы реально 22. Есть месяцы, где там 28 февраль, значит, еще меньше времени остается для иностранного гражданина. Поэтому получается, что времени очень мало, но соблюдать наши граждане, это, как говорится, правила должны. Следующее правило – это прохождение теста. Тест, многие говорят, что несложно, другие говорят, что сложно. Мы по своей практике ознакомились с вопросами. Для того, чтобы все-таки, несмотря на то, что мы при Союзе заканчивали школу, университеты, да, без подготовки очень сложно этот тест дать, а тем более нашим гражданам, которые, например, закончили 10 класс и выехали в трудовую миграцию, они, естественно, не смогут сдать. Ну, хорошо, что есть вот эти центры по сдаче теста, а также есть курсы подготовительные, где наши граждане могут подготовиться перед тем, как сдавать тест. На основании чего нашим гражданам закрывают въезд. В качестве примера я могу вам сказать, предположим, иностранный гражданин Таджикистана находится на территории Российской Федерации законно, то есть легально, он оформил все соответствующие документы, он встал на миграционный учет, получил разрешительный документ, осуществляет работу, проживает по месту регистрации, но в процессе пребывания в Российской Федерации он совершил в течение 3 лет 2 или более административных правонарушений, пускай там будет незначительная сумма, но это все фиксируется в системе ФМС. И вот именно вот это вот является даже основанием для того, чтобы когда он вернется, выйдет за пределы Российской Федерации, будет основанием для того, чтобы ему въезд закрыли. Но въезд в данном случае закрывается на 3 года. Тема, если написано, что депортация, да, проблемы депортации, просто хотелось бы раскрыть то, что вот в этом списке, который на сегодняшний день есть, список ФСБ Российской Федерации, там граждане не только те, в отношении которых вынесено, например, решение о депортации, но там есть и граждане, то есть фамилии граждан, в отношении которых вынесено решение суда, постановление суда об административном выдворении, то есть на 5 лет, а также те граждане, которые как бы не попали под протокольную как бы часть, да, и судебное решение, им въезд закрыт на 3 года. То есть вот эти граждане, они находятся как раз вот в этом списке.